В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Анзор Гадуев, начальник отдела оперативного контроля налоговой службы Чеченской Республики. У всех возникают вопросы касаемо налоговой службы и как кому какие налоги отдавать. Ну и главная тема у нас сегодня – самозанятые. Анзор Машуо. Да, Маша. Первый вопрос. Как появился налоговый спецрежим самозанятости? В соответствии с 422 федеральным законом с 1 июля 2020 года появился специальный налоговый режим налог на профессиональный доход, в народе называемый самозанятость. А кто имеет право применять специальный налоговый режим? Специальный налоговый режим имеет право применять физические лица и индивидуальные предприниматели. От каких налогов освобождается физическое лицо, применяющее НПД? Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим НПД, освобождается от всех налогов. Это НДФЛ, налог на доходы физических лиц, это упрощенная система налогообложения, налог на добавленную стоимость НДС. И самое обременительное для индивидуального предпринимателя – это страховые взносы. Если человек является индивидуальным предпринимателем и применяет любой специальный налоговый режим, то он фиксированно должен уплачивать страховые взносы 46 тысяч рублей в год. Но эта цифра, она индексируется с каждым годом. Работаешь, не работаешь, он должен уплачивать страховые взносы. Хотя эти деньги идут на пенсионное будущее данного физического лица, НПДшника, но на данный момент вот это обременительно бывает. А НПДшник, он не должен уплачивать налоги. Если он работает, он платит налоги, если не работает, он не платит налоги. Вот это преимущество. А вот если самозанятый зарабатывает, допустим, каждый месяц по 100 миллионов рублей, он может оставаться самозанятым? Там есть определенные ограничения. Самозанятый, который за предыдущий год заработал 2,4 миллиона рублей, то он не имеет права применять специальный налоговый режим. То есть ему нужно делать индивидуальное предприятие? Да, но он должен перейти на любой другой специальный налоговый режим. Там еще есть ограничения. Если самозанятый имеет работников, он не имеет права применять специальный налоговый режим. Если самозанятый осуществляет перепродажу товаров, он не имеет права. Если он осуществляет продажу подакцизной продукции, он не имеет права становиться на учет. И если он осуществлял какую-либо деятельность в определенной организации, он не имеет права дальше ему в течение 2 лет оказывать эти услуги в качестве самозанятого. Если он, например, работал у вас, вы являетесь работодателем, он уволился и обратно оказывает услуги вам в качестве самозанятого. Тоже не разрешено. А как зарегистрироваться, как стать самозанятым, как этот процесс вообще происходит? Там 3 способа, 3 способами можно стать на учет. Первый способ – это через банки, через кредитные учреждения. Перечень банков на сайте ФНС России можно найти. Второй момент – это обратившись в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. И третий, самый удобный способ – скачав приложение на свой смартфон, «Мой налог», есть такое приложение, скачиваешь, львиная доля налогоплательщиков именно становится на учет с помощью данного приложения. Сам становишься на учет без участия налоговых органов, и одним кликом можешь сняться с учета, если ты не работаешь. Также с помощью данного приложения в дальнейшем оплачиваешь налоги, выдаешь чеки с помощью данного приложения. Вот, очень удобное приложение, и удобство заключается в том, что ты не взаимодействуешь. Я думаю, наши телезрители могут взять во внимание, на заметку возьмите, скачайте приложение, будет легче разобраться с налогами. А кто не имеет права стать на учет по самозанятости? Не имеет права стать на учет, как я уже говорил, это лица, у которых есть работники. Вот самое ключевое. Работники, у которых там, например, выше доход 2,4 миллиона рублей, да, как мы уже ранее говорили. Да. А какой срок надо платить налоги и по какой ставке? Налоги уплачиваются до 9 числа следующего месяца за истекшим периодом. Приходит уведомление о сумме налога на ваше приложение, которое мы ранее упоминали. Дальше до 25 числа следующего месяца за истекшим периодом необходимо оплатить налоги, иначе будут там пени. Но, образно говоря, если в феврале месяце ты получил доход в районе 1000 рублей, ты
до 9 числа тебе приходит уведомление, что тебе необходимо уплатить 40 рублей. И до 25 числа ты оплачиваешь эти налоги. Еще там один важный момент. При постановке на учет, на твой счет поступают денежные средства в виде 10 тысяч рублей. Это как бы бонус. И до тех пор, пока не закончатся эти 10 тысяч рублей, ты можешь пользоваться этим бонусом. Если ты оказываешь услуги физическим лицам, то это 4%. Если ты оказываешь услуги юридическим лицам, то это 6%. При оплате налога, если это 4%, ты 1% берешь с этого бонуса, 3% платишь собственных средств. Если ты оказываешь услуги юридическим лицам, вместо 6% ты платишь 4% собственных средств и 2% можешь воспользоваться бонусом, данным бонусом. Но это до тех пор, пока не закончится эти. Должен ли самозанятый выдавать какой-либо документ на личном денежном расчете? При наличном денежном расчете самозанятый обязан в соответствии с 422 федеральным законом выдавать чек. Это не тот чек, который выдает контрольно-кассовая техника. У самозанятого нет необходимости приобретать контрольно-кассовую технику. С помощью данного приложения, о котором мы говорили, «Мой налог», он либо распечатывает через принтер данный чек, либо пересылает на телефон, либо электронную почту покупателя данный чек. Это его обязанности. А если он не выдал чек, есть какой-то штраф? Да, при невыдаче чека есть штраф в соответствии с 129 статьей Налогового кодекса. Там штрафные санкции 20% от суммы непробитого чека. Если данный самозанятый в течение полугода обратно нарушил законодательство, то это 100% суммы, прошедшей мимо вот этого аппарата. В данном приложении, если он не пробил, то он наказывается вот такие штрафные санкции. Вот индивидуальный предприниматель может применять НПД? Да, индивидуальный предприниматель имеет право перейти на специальный налоговый режим после того, как он открыл НПД, налог на профессиональный доход, самозанятость. Он должен в течение месяца подать уведомление в налоговый орган о прекращении предыдущего специального налогового режима. Если он не подаст уведомление, то его обратно перейдут на другой спецрежим. И в этом случае, как только он переходит на самозанятость, у него останавливается начисление страховых взносов. То, что мы ранее говорили, 46 тысяч рублей, оно приостанавливается. Ага. А какие виды вообще деятельности попадают под НПД? Проще сказать, то, что не запрещено 422 федеральным законом, то разрешено. Но основные виды деятельности, которые подпадают под НПД, это услуги населения. Это парикмахерские, это такси, это сезонные работы, например, там, производство собственное производство, подсобное хозяйство имеет право быть НПД. Вообще для чего придуман этот НПД-режим? Для того, чтобы вывести из тени то слой населения, которым невыгодно открывать НПД, сезонных работников, которые не постоянно работают, чтобы они не были в тени, чтобы они имели право. Это альтернативный режим, чтобы более лояльный, чтобы они стали на учет в качестве самозанятых и осуществляли свою деятельность. Поэтому все услуги населения, это мойки, это техстанции, вот такие виды, они подпадают под НПД. Анзор Диаресхел, спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам в студию и разъяснили людям, что такое самозанятость, как это все можно сделать, как не выходить за рамков закона. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Анзор Гадуев, начальник отдела оперативного контроля налоговой службы Чеченской Республики. Диаресхел.